Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии гости, люди, которые знают все про профориентацию. И в ближайшие 40 минут мы с вами будем говорить о том, что все профессии важны, все профессии нужны, но все ли на сегодня они нужны и важны? Потому что времена меняются, и многое уже по-другому, хотя, возможно, я ошибаюсь. Сегодня мне в этом помогут разобраться мои гости. Это Анастасия и Айталина. Я попрошу вас представиться, назвать ваши статусы профессиональные, и мы можем начать. Меня зовут Айталина Романова. Я ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки «Смарт» имени Николая Денисовича Неустроева. Являюсь автором проекта «Инсайдеры» и игры «Профквест», о которых мы сегодня будем подробно говорить. Да. Как в это играть, и как, и кто, и когда может прийти на эти игры и пройти их, для себя получить что-то полезное. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Ершова. Я психолог, тьютор профессионального самоопределения, фрилансер и являюсь в проекте «Профориентация» волонтером в смарт-библиотеке совместно с Айталиной. Могу и предположить, что вы свои профессии точно выбрали правильно, по призванию. Мой профессиональный путь был очень долгий, но сейчас я думаю, что я, в принципе, нашла то, что искала. Да. Просто то, как вы назвались, свои статусы, да, профессиональные, такое есть ощущение, что это вам нравится, то, чем вы занимаетесь. Да, я хочу сказать о том, что мне, возможно, повезло, может быть, нет. Мой путь профессионального самоопределения, он был такой многогранный, и он до сих пор продолжается, но, тем не менее, когда я анализировала свой бэкграунд на определенных этапах своей жизни, да, и карьерного пути, я понимала о том, как здорово, что я выбрала свое базовое образование психолога, и насколько оно многогранно, и я его применяю, видоизменяю, трансформирую, и до сих пор оно мне пригодилось. Просто, возможно, вот эта интуиция, которая в нас где-то, да, вот щелкает, когда приходишь в какое-то место и чувствуешь, я пришел туда, где я должен быть, как бы свой среди своих, да, и вот эта интуиция, наверное, есть у каждого. Может быть, это и есть основополагающее, то, на что нужно обращать внимание, и не особо включать голову, и не особо там как-то мониторить, да, какие профессии будут важны через там 10-20 лет, или все-таки мониторить нужно, и статистика нужна. И в каком возрасте ребенок должен... Мы сегодня вроде бы как акцентируемся на возрасте подростков, школьников, да, но все-таки я думаю, что для взрослых это остается проблемой. Чем заниматься и какое мое предназначение, правильно ли я выбрал профессию. Такое встречается достаточно часто. И все-таки в каком возрасте стоит задумываться детям, и в каком возрасте они смогут найти ответ внутри себя, либо как-то извне. Ваше мнение? Здесь я отвечу. В своем вопросе вы затронули несколько важных тем. Да? 100 вопросов задаю, как обычно. Спасибо, что запомнили. Прежде чем сказать про возраст, вы начали как раз с вопроса о том, чем пользоваться. Да? Сердцем или головой, интуиция или рацио. Это известный такой философский вопрос. И если мы обратимся к известной Татьяне Черниговской, да, известный популяризатор и исследователь мозга и языка, она говорит о том, что интуиция это научно доказана, она действительно есть, но она развита не у всех, и она у всех развита в разной степени. И говоря про свой личный профессиональный опыт, я могу сказать, что на тот момент, 20 лет назад, когда я выбирала свою профессию, мне здесь что помогло? Моя интуиция. Но я считаю, мне повезло. Не у всех срабатывает интуиция настолько четко, и мы не можем сказать, будет ли права наша интуиция спустя сколько-то лет, когда поменяются условия, да, жизни, внешнеэкономические условия, политические и так далее. Вот, поэтому здесь при выборе нужно, конечно, руководствоваться несколькими факторами. Не бывает чего-то как какой-то панацеи, да, единственного верного способа, эффективного. Нужно, конечно, отталкиваться от внутреннего
чего я хочу, мои интересы, мои склонности, мои способности, что я могу, да, что мне важно в этой жизни, если мы говорим о ценностях. Вот. И, конечно же, обращать внимание на внешние факторы. Это на социально-экономические условия, политические, на развитие технологий, что сейчас вообще популярно, на рынок труда, на исследования, на мнение каких-то там ученых, исследователей и так далее. Ну и, конечно, прислушаться к мнению близких людей, но выбор сделать все-таки самостоятельно. Вам повезло дважды, потому что профессия психолога как раз-таки вот сейчас, ну, последние там сколько-то лет, да, она очень популярна. В тренде, да. Да, и люди осваивают эту профессию, даже люди других профессий, да, пытаются освоить эту профессию даже для себя просто, потому что понимают, что это очень важно. Так же, как мы понимаем, что психология очень важна, да, на протяжении всей жизни, и школа, наверное, это одно из тех мест, где ты это очень сильно понимаешь, потому что там нужна психологическая помощь детям и в отношении друг с другом, со сверстниками и с учителями. Но, к сожалению, в наших школах БИЧ – это один психолог на всю школу, который, естественно, не справляется, который, может быть, какие-то тесты проводит, да, там, не знаю, может быть, не хочу никого обидеть, да, но вот там какой-то план существует. Но индивидуально, конечно же, невозможно подойти к каждому ребенку. И тогда хорошо, что есть вот такие места, как смарт-библиотека, куда могут дети прийти, да, и на каких-то мастер-классах, на каких-то играх, в каких-то играх поучаствовать, где количество детей не такое большое, да, и можно индивидуально какому-то ребенку какую-то информацию донести. Угу. Именно с такой целью проводятся вот игры, о которых мы сказали. Да. Получается, у нас в смарт-библиотеке вообще профориентация одно из важных направлений, и получается, ну, не очень давно, с весны этого года по программе «Пушкинская карта» перед нами стояла задача создать мероприятие для подростков, которое отвечало бы их запросам. И мы провели опрос среди учащихся 8-11 классов для определения их интересов. И по результатам стало понятно, что есть такая проблема, как вот профессиональное самоопределение. И также в этом опросе у нас были такие вопросы о том, какие вообще мероприятия в библиотеке им бы хотелось посещать. И среди прочих там формат квеста им был интересен. Мы подумали, а что было бы, если бы мы взяли профориентацию, да, там формат профессиональной пробы и квеста, и соединили бы в такой уникальный формат, как проф-квест. Получается, это командная игра для старшеклассников, наверное, больше. Но это 8, 9, 10, 11 классы. Ребята абсолютно бесплатно, только оформив читательский билет в смарт-библиотеке, могут прийти. Мы, получается, каждую игру готовим 4, то есть представители 4 профессий рассказывают о том, чем они занимаются в формате игры, квеста. То есть мы создаем такой маршрутный лист, карту, по которой группа ребят, они разделяются на группы, они ходят по станциям, как в классическом квесте, да, и на каждой станции квеста их встречает какой-то эксперт, представитель профессии. Но это только 4 профессии всего. Нет, но они каждый раз там по-разному бывают. 3, 4, 5, это зависит от объема. А как вы выбираете вот этих специалистов по степени популярности этих профессий? Сначала первые несколько игр мы выбор делали сами, да, по степени популярности. То, что какие популярности, расскажите? Ну, самый первый профквест у нас проходил в самой смарт-библиотеке на 203-м микрорайоне, в основном здании. И у нас там были профессии фитнес-инструктора, значит, по-моему, там был этот работник скорой помощи. То есть это такой был пробный формат, экспериментальный. Мы тогда только начинали, мы хотели вообще нащупать, что будет интересно. Поэтому там профессии не были не объединены никакой темой, просто мы выбрали тех, кто на тот момент мог подойти. И получилось очень интересно, но тогда еще это было сыро. Да? И уже ко второй игре я начала понимать то, что нужно проводить опросы. То есть нужно не просто там от себя да, какой-то выбор делать, а изучать и понимать, что действительно нужно сейчас вот, для старшеклассников, что им было бы интересно. А какие профессии они назвали, какие станции они хотят да, в этой игре? Вот получается то, что тут есть 2 опции. Когда к нам приходят школьники с запросом, то, что можете ли вы для нашего класса провести профквест, мы можем им отправить опрос, в котором они отвечают на вопрос. Есть такие открытые вопросы, где они пишут, я бы хотел узнать о такой-то профессии, допустим, это веб-дизайнер, там, режиссер игрового кино, там еще какие-то творческие профессии или еще любые другие, и мы уже по этому запросу можем составить для них игру.
И одна из таких игр у нас как раз-таки прошла недавно в квартале труда. Мы ее проводили с Анастасией. В квартале труда у нас на 2-м этаже есть наш филиал Смарта. И там, получается, мы по всему зданию квартала с ребятами, школьниками бегали. У нас было 4 профессии. Это вот как раз режиссер игрового кино, веб-дизайнер у нас был, организатор мероприятий и педагог. Угу. Можно здесь я немножко добавлю? Говоря, вы затронули вначале больную тему касательно тестирования профессиональной диагностики о том, что в современных школах ввиду ограниченности ресурсов, да, физических ресурсов человеческих, есть сложности с профориентационной системой. Я хочу здесь сказать о том, вот как раз нужна, не нужна ли сейчас диагностика и вот это тестирование. Италина говорила про проведение опроса. Знаете, я просто сторонник такой позиции. Я о психодиагностике знаю не понаслышке, и внутри ее проводила, и сама разрабатываю какие-то исследования и опросы. Вот. Я хочу сказать, с какой целью мы проводим это тестирование, понимаете? Какая главная цель? Получить данные, а что с ними делать дальше? Вот если мы приводим пример профессионального квеста, когда я обратилась в библиотеку с предложением стать волонтером в проекте профориентация, и мы поговорили с Италиной и выявила запрос, а что для них важно, и я как раз предложила, давай проведем, так как мы знаем, какая к нам группа ребятишек придет, это определенная целевая группа, да, мы проведем предварительно у них опрос и узнаем, а какие профессиональные направления интересны именно данной группе детей. То есть такой персонализированный подход. Вот. И так как я представитель тьюторского направления, тьюторских подходов, это как раз вот мы говорим про то, что профессиональный квест создает свою образовательную среду, да, мы выясняем интересы, направленность детей вот этой конкретной группы, и под них уже подбираем пул профессий, которые интересны этой группе. То есть мы исходим не из пассивной профориентации, когда на наш взгляд, что популярно, что мы думаем, а кого мы можем найти из экспертов. Нет, мы ориентируемся уже на интересы, запросы самих ребят. И здесь вот как раз вопрос о том, что этот опрос был целесообразен для проведения. Мне кажется, это очень важно, да, ребенку помочь понять его сильные стороны и в какой сфере он может реализоваться. Потому что когда ты знаешь, кто ты и зачем ты, это и про уверенность, да, и про возможность себя проявлять и вот в том же социуме, да, среди школьников, да, своих сверстников, и со взрослыми уже другой совсем выстраивать диалог, когда ты знаешь, про что ты и зачем ты. Ты тогда уже начинаешь эту информацию искать, которая тебе нужна, брать ее. У нас есть вопросы слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Нет, я не хотела подключаться. Я хочу спросить, на получение гранта передача была или нет? Да, на получение гранта у нас была передача, и еще она будет, уже, наверное, теперь в январе, поэтому спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Тоже тема очень важная, хорошая как раз-таки, да, когда люди находят свое предназначение, может быть, чуть-чуть позже, да, они создают какие-то сообщества, начинают какие-то благотворительные акции проводить, и для этого нужны деньги. И вот соискатели на грант – это одна из возможностей для себя получить какую-то финансовую поддержку от государства. И еще я совсем недавно узнала, что, оказывается, есть такая тенденция, что дети после школы могут год ничего не делать. То есть не обязательно сразу после школы идти, бежать, думать, куда ты хочешь поступать, а как будто бы взять передышку. Слышали ли вы о такой тенденции сейчас? Насколько она вообще реалистична? И что вы думаете по этому поводу? Талина, ты делала передышку после школы? У меня была такая возможность. Я нет. У меня просто родители такие люди, которые они мне всегда давали возможность самой выбрать. То есть хочешь пойти на искусствоведа — давай, отучиться на дизайнера — пожалуйста. Ну, то есть не было такого, что мне кто-то навязывал. У вас не было ограничений по тому времени, сколько вы можете учиться, не работая? То есть мне хотелось выбрать то, что мне действительно нравится. Поэтому мне хотелось себя попробовать в нескольких направлениях и потом уже понять, да, это действительно мое. И вот как раз мы просто про это еще, может, не договорили. Именно в формате профквеста у ребенка есть возможность попробовать несколько разных профессий. Они же, получается, от экспертов выполняют задания.
То есть у каждого эксперта есть свое уникальное задание, которое ребенок выполняет в течение там, 15-20 минут, и у него, получается, складывается какое-то представление вообще, что это за профессия, есть ли у меня к ней какие-то способности, могу ли я в этом направлении двигаться. Да, возможно, это какие-то очень базовые такие понятия, да, для него, но все равно у него есть возможность прикоснуться к этому, да, понять. Потому что вот с появлением Анастасии как раз у нас в игре в конце мы проводим рефлексию, когда спрашиваем у ребят вообще, что они для себя вынесли нового, есть ли у них какие-то инсайты, да, если так можно выразиться. Они расстраиваются ли они, если, допустим, там 4 станции, да, 4 специалиста, 4 профессии, но ни одна из них не подошла к какому-то ребенку? То есть он понял, что нет, ничего не понравилось. Ну вот как раз на рефлексии мы такие вещи выявляем, то есть они там в формате игры, вот Анастасия, наверное, расскажет более подробно, в формате игры они в коробочке складывают стикеры, там мясорубка. Да, я здесь продолжу по поводу «моё это не моё». Каждый вывод, который сделал ребенок самостоятельно, даже если он это понял, что эти профессии ему абсолютно неинтересны, это тоже результат. Таким образом запускается мыслительная деятельность. И в чем качественное отличие, когда мы привнесли тьюторского подхода, да, в организацию профессионального квеста? Сама идея очень классная, но мы туда добавили, модернизировали с помощью опроса. Это персонификация и выявление интересов хотя бы по группе, да, среднюю температуру, что им интересно, это раз. Во-вторых, мы здесь добавили это как раз такой инструмент, как рефлексия. Рефлексия – это анализ, да? Анализ того, что сейчас произошло, каково мое участие было в этом событии, что мне было важно, что я для себя получил, а что теперь мне стало, допустим, не важно, что поменяло для меня ценность, а что, например, из полученной информации мне необходимо досмыслить, доработать, получить где-то еще больше информации, да, и так далее. У нас были примеры таких ребят, которые сказали: это был потрясающий квест, я понял, что я на правильном пути, или, например, я определился с профессией благодаря этому квесту, да? Ну, пара таких мнений было, да. Были те, которые сказали: да, нам было интересно, мы поняли, что теперь нужно мне побольше узнать об этой, например, сфере. А были те ребята, которые сказали: к сожалению, здесь не было для меня интересных профессий, да. Но это же как раз к вопросу о том подумать, что если тебе эти направления не интересны, значит, можно уже вычеркиваем, да? Уже меньше остается. В чем-то другом. И вот эта организация рефлексии у детей, подростков, да и не только у детей и подростков, это важный процесс, который здесь нужен человек, который со стороны ее организует с помощью определенных технологий, потому что это к вопросу как раз об интуиции и об рациональном, да. Когда есть огромное количество информации, надо же ее как-то перерабатывать, надо делать на основе этого какие-то выводы, а потом, соответственно, предпринимать какие-то шаги. И вот эта ступенька, она бывает очень нужна. Мы о каком возрасте конкретно говорим? В каком возрасте вот так плодотворно дети могут поработать и понять себя? Наверное, все-таки по опыту могу сказать, что лучше всего 9, 10, 11 классы. Которые уже ближе. Да, потому что к нам приходили ребята и более младших классов, и у них, к сожалению, пока... Ну, то есть у них, может, нет такого четкого запроса, они не совсем, может, понимали, куда они пришли, то есть это их учитель, там, допустим, или родители записал, и они пока еще не понимали. А вот ребята, там, 10-11 класс, они, во-первых, у них фокус внимания более широкий, да, они уже знают, для чего они пришли, у них уже своя включенность в этот процесс есть, им уже интересно получается. Кстати, это проблема, то, что детей вот часто отправляют, да, и они приходят, просто сказали прийти. Да, такое бывает. Такое часто бывает, и мне кажется, это очень плохо. Знаете, это не только у детей так бывает. Это у многих взрослых, вот если мы говорим о системе образования, да, многие люди учатся в корпорациях, да, их заставляют, скажем так, учиться в организациях, или сами какие-то проходят курсы, а вопрос: зачем они это делают? Какова цель, смысл для каждого конкретного человека, да? И это как раз к вопросу о том, чтобы строить свой образовательно-профессиональный маршрут осознанно и целенаправленно. Но, да, согласна, есть такое, да, но будут ли востребованы те профессии, которые не очень, как бы, приятны, что ли?
если мы все вот будем вот выбирать только то, что нам нравится. Я думаю, об этом мы более подробно поговорим во втором блоке. Совсем скоро у нас реклама. Наверное, о том, что не только действительно детям важно, да, понимать вот эту профориентацию, но и взрослым тоже. Потому что я, например, среди своих знакомых нередко встречаю такие разговоры, что вообще, а что мое-то в этой жизни? Чем мне-то нужно заниматься? И, конечно, многие из нас, уже так скажу, многие, да, работают на своей работе просто потому, что ты привык, зона комфорта, да, ты знаешь, что будет там зарплата, и ты уже не можешь как-то вот из этого графика выбиться как-то совсем уж свободное плавание, и страшно, и привычка, и прочее. И, конечно, дети же видят именно такой пример перед глазами, поэтому, возможно, получают такую путевку в жизни. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Говорим мы сегодня про профориентацию. В нашей студии Анастасия Ершова и Айталина Романова. Девушки, которые знают все про то, как правильно выбрать свою профессию. По крайней мере, сами они с этим точно справились. Если у вас есть вопросы по этой теме, можете позвонить нам 32 0066, 32 11 66 и задать свой вопрос. Мы говорили о том, что не только для детей этот вопрос актуальный, профориентация, но и для взрослых. Многие люди во взрослом возрасте не могут никак определиться, ищут все время свое предназначение. Подойдет ли какая-то игра, из тех, которые проводятся в смарт-библиотеке для взрослых людей, и приглашаете ли вы взрослых людей, чтобы они вот какой-то квест прошли и себя попробовали в каких-то профессиях, которые для них еще пока новые? Ну, мы пока не думали о том, чтобы приглашать в профквест взрослых, но это, кстати, отличная идея, может быть, мы над этим подумаем. А если вообще говорить о теме вот выбора своего пути, то 2 года назад, получается, у меня появилась идея создать видеопроект «Инсайдеры», в котором наши якутяне рассказывают о том, как они вообще пришли, к выбору, да, своему, о своей профессии рассказывают. Мы хотели вообще показать опыт успешной вот такой работы, и началось все с того, что мы показывали работу якутян в разных корпорациях, в компаниях, да. А первые выпуски были там про InDriver, Майтону, и мы хотели показать, что вне зависимости от того, где ты живешь, ты можешь добиться очень больших высот. У нас был выпуск с Софией Стручковой, это наша девушка, землячка, которая сейчас сначала работала в компании Яндекс, а сейчас она вообще работает в городе Дублин в компании Google. То есть... Вот это, наверное, очень интересно, когда ты что-то свое изобрел, да? Такое вот то, что необходимо людям. И вот на данный момент мы уже сняли 9 выпусков этого видеопроекта. То есть, получается, сначала это был видеопроект, где мы раз в месяц снимали выпуски о разных представителях профессий или там работниках компаний. И потом где-то год назад этот проект расширился, то есть из видеопроекта он уже вырос в такой большой комплексный проект по профориентации в смарт-библиотеке. И сейчас мы, получается, проводим также и живые встречи, это с приемными компаниями вузов. У нас была встреча «Абитуриент-2023». То есть к нам приходили люди из приемных комиссий СВФУ, Арктического института культуры и искусств, и рассказывали, да, школьникам, старшеклассникам, куда они могут пойти учиться. Также мы тесно сотрудничаем с Центром опережающей профессиональной подготовки кадров. Они у нас проводили мероприятия «Моя профессия будущего» и рассказывали о том, какие вообще сейчас существуют профессии будущего. Есть такой вот, может, слышали, атлас новых профессий. Расскажите, какие профессии популярны сейчас и какие профессии будущего? Несколько хотя бы. Ну, там по атласу вообще они супер из будущего. В атласе, по-моему, больше 500 профессий. 500 профессий, если мы говорим о том, что атлас разрабатывался, последняя, по-моему, редакция была в 2020 или в 2021 году, если мне не изменяет память, и каждый год добавляются еще какие-то профессии. Ну, какие-то, несколько просто назовите, какие вот сейчас. Оператор искусственного интеллекта там было. Это через 10 лет? Или уже сейчас? Уже сейчас. То, что будет через 10 лет, там даже никто не готов прогнозировать. А атлас — это про сегодняшний, который... Он есть, да, он уже выпущен в электронном виде, по-моему, бумажном. Это Институт развития Сколково сделала такой атлас будущих профессий, и у них еще есть настольная игра.
моя будущая профессия. А сейчас уже можно этому обучиться? У них на сайте можно. Там можно скачать в PDF. А насколько наши, допустим, в нашем городе, да, заведения, учебные заведения соответствуют тому, чтобы готовить специалистов, которые будут востребованы в будущем? Вот есть факультеты, которые очень популярны и востребованы будут через 10 лет? Ну, мне кажется, сейчас очень важное направление – это все-таки креативная индустрия. И как раз-таки наш новый сезон проекта «Инсайдеры» о профессиях мы посвятили профессиям в креативных индустриях. Мы рассказали о работе графического дизайнера студии «Случчан» Александры Захаровой и о разработчике приложений компании «Мост». И в целом планируем также дальше двигаться в этом направлении, то есть из креативных индустрий выбирать профессии и о них рассказывать больше. Туристический бизнес, мне кажется, тоже очень там и поварское, да, вот это вот дело, да. У нас, кстати, был выпуск шеф-повара. Да, мне кажется, очень популярно. Раньше, когда, допустим, я заканчивала школу, да, у нас кулинарный техникум, он не пользовался спросом, допустим, да, как учебное, дальше продолжать получать какое-то образование. И туда был вообще свободный абсолютно набор, и те, кто куда-то не поступил, шли туда. А по идее сейчас, да, это достаточно такая прибыльная сфера, куда, наверное, все-таки люди стремятся пойти и отучиться. Я бы здесь, знаете, добавила, у Эталины мнение насчет креативных индустрий. Я бы сказала о том, что трендов сейчас несколько, да, и это абсолютно разные сферы. Здесь необходимо еще учитывать региональную специфику, да. Допустим, те ребята, взрослые, которые планируют оставаться, жить и развиваться в республике, нужно смотреть, естественно, на социально-экономические условия здесь у нас и какие отрасли промышленности активно развиваются, какие, например, как туристический бизнес, это перспективы развития, да, и так далее. Вы изначально задали вопрос про, как у нас с системой образования, готовы ли они к тому, чтобы готовить к профессиям будущего. Здесь, я скажу, что я не эксперт по оценке содержания образовательных программ, да, в учебных заведениях, но если мы говорим про обсуждение в кругах ученых и исследователей в этой области, да, российских, мировых, да, многие говорят о том, что, к сожалению, современная система образования не только среднего образования, но и мы говорим про высшее образование, да, не готовы к тому, чтобы готовить к профессиям будущего. И настолько сейчас технологический прорыв за последние 20 лет, это просто огромные семимильные шаги произошел, да, что... Понимаете, то, чему учат, бывает сегодня, уже не актуально не то, чтобы через 5 лет, когда мы закончим университет, бывает уже устаревает или опровергается какое-то знание уже завтра. Сами дети об этом говорят, школьники, они говорят, зачем ходить в школу? Очень много лишнего и так долго ходить. Сейчас дети настроены экономить время. Они хотят побыстрее получить какую-то специальность и начать быстрее зарабатывать деньги. Поэтому, допустим, год после школы, да, может быть, сейчас сегодняшним детям, год, когда ты можешь ничего не делать и сидеть прислушиваться к себе, чего ты хочешь, или пробовать что-то, может быть, не всем подойдет, потому что в основном они хотят зарабатывать деньги. Они понимают, что им деньги пригодятся очень. Да, мы изначально рассмотрели пример у Эталины. Допустим, у меня таких условий не было, да, и я пошла сразу учиться. Мы здесь говорим о том, о индивидуальной истории каждой семьи, да, про их ресурсы, да, про возможности времени. Если у нас возникает вопрос о том, что поучиться в школе, потом целый год сидеть и думать, а кем мне стать, тогда тут у меня встречный возникает вопрос, а чем в школе-то тогда мы занимаемся? Готовимся сдать единый государственный экзамен, который неизвестно уже завтра-послезавтра будет актуален, не поменяется ли у нас система образования. Такое мнение же давно уже, что вообще, а зачем это образование нужно? Я могу закончить быстренько курсы, какие-то навыки обрести, да, которые мне нужны именно для того, чтобы заработать и обеспечить свое качество жизни.
вот такие разговоры же ведутся. Я так, конечно, уверенно говорю от лица молодежи. У меня не так часто я общаюсь, но вот то, что до меня долетает, вот какие-то вот такие вот гипотезы, как было бы хорошо, я их вот сейчас озвучила. Ну, поэтому сейчас поменялась тенденция, да, если посмотреть, спрос и вообще спрос на рынке образовательных услуг относительно средних профессиональных учебных заведений, да, колледж, техникум, он сейчас вырос. То есть ребята стремятся пойти учиться туда и получить какую-то профессию, быстрее уже начать работать, да. Если мы говорим про тенденции 20 лет назад, все стремились получить высшее образование, понимаете, меняются ценности самого общества в связи с изменениями в жизни сейчас, и если раньше считалось, что у тебя это высшее образование, диплом, это твоя путевка в лучшее будущее и тому подобное, да, сейчас мы понимаем, что это абсолютно не гарант твое образование и твой успех и результативность. Здесь очень много факторов. В то же время очень многих расстраивает то, что нынешние школьники не знают там ничего про какие-то классические, да, там, не знаю, произведения, да, какие-то исторические факты. И вот много же ходит таких, да, мемчиков, где спрашивают, задают элементарные вопросы, и ребенок не может ответить. Именно потому, что он не считает, что вот это вот образование, оно как-то нужно. То есть он, может быть, чему-то вот учится, да, что ему пригодится. То есть я бы сейчас сказала, что дети, они, может быть, я ошибаюсь, они понимают, чем они хотят заниматься быстрее, чем это было в поколении, допустим, в моем. И что-то они отсеивают, они считают, что это не важно. Важно, вот, например, что-то вот узкопрофильное для него. Ну, то, что есть особенности у современного поколения, мы знаем, да, теорию поколения зумеров и тому подобное, это безусловно, да, они хотят быстро, клиповое мышление и тому подобное. Тем не менее, еще не совсем готовы, чтобы сделать самостоятельный, осознанный выбор, да, исходя из своих внутренних импульсов, да. Поэтому здесь важно принимать участие близким людям, специалистам, антропопрактикам, так называемых помогающих профессий, да, это профориентологи, тьюторы, коучи, психологи и тому подобное. Сейчас очень много различных профессий, которые как раз занимают карьерные консультанты, которые могут помочь извне. Это огромное количество ресурсов, информации в интернете, да, вот проект «Инсайдеры» можно посмотреть на YouTube, много различных выпусков, даже всемирно известных людей. Я сейчас, допустим, отслеживаю популярных психологов, и они рассказывают историю своего профессионального самоопределения. Очень интересно, да? Ну, как раз таких специалистов могут найти жители нашего города в библиотеке Smart. На ваш сайт прийти, да, там очень много проводится мероприятий бесплатных, то есть это доступно для ребенка из любой семьи, и даже можно и для родителей также, да, посетить какие-то мероприятия. Они часто ходят как раз с родителями. Ну, вот когда у нас встреча была для абитуриентов, для старшеклассников, они приходили с родителями для того, чтобы... И даже учителя, классные руководители приходили, чтобы донести потом свою эту информацию своим вот ученикам, получается. Даже, может быть, что-то берут какое-то, да, потом для школьной какой-то работы, да, вот учителя тоже приходят. Это замечательно. У нас остается 6 минут до конца эфира. Вдруг я что-то не спросила, что важно было бы сегодня вам сказать, пожалуйста. Я хотела сказать то, что вот при разработке этого проекта «Инсайдеры» я понимала, что наша целевая аудитория — это вот школьники, да, ну там более такой широкий, конечно, возрастной диапазон, но я бы сказала, что это тоже вот 9, 10, 11 классы, студенты, возможно, и вообще люди, которым это было бы интересно, даже взрослые. И мы провели, получается, фокус-группу. Я собрала ребят, школьников с 31-й школы, разные классы там были, и мы посмотрели несколько выпусков, и я спросила их: ребят, ну что вы думаете, как вам вообще видеоконтент, что нужно улучшить? И это действительно был такой интересный момент, когда я разговаривала реально со своей целевой аудиторией, они мне сказали: проект крутой, но вот было бы здорово, если бы вы еще рассказали там, я не знаю, про медиков. Не обязательно рассказывать только про что-то современное. Можно рассказать и про те профессии, которые такие более привычные, да, но, может быть, в этих профессиях используется какой-то инновационный подход. Да, и мы действительно подумали, да, можно было бы такое сделать. То есть важно при разработке какого-то проекта опираться на свою целевую аудиторию, понимать ее интересы, запросы. И действительно эта встреча мне потом помогла лучше, то есть более как-то так осознаннее делать, да, этот видеоконтент, эти мероприятия, потому что я понимала, что им нужно.
Я еще дальше хочу в это углубляться, то есть мы действительно, может, будем дальше проводить такие форматы профквеста или съемок передачи «Инсайдеры», где мы привлекаем самих школьников уже к созданию этого мероприятия либо контента. И, то есть, получается, школьники для школьников такой формат хотим попробовать Обратная сделать. связь важна, конечно, да. Вот. Ну, я бы хотела добавить как раз, вот ты перечислила же различные способы профориентации, да, и до этого мы разговаривали о том, какие же эффективные способы существуют. И я хочу здесь сказать, что, ну, понятие эффективность, да, оно такое вот интересное. Если были бы такие действительно суперэффективные какие-то способы, мы бы не сталкивались сейчас с тем, если мы обратимся к исследованию, проводит и Рамблер, и Headhunter, российские исследования, что 40% выпускников учебных заведений, высших учебных заведений не работают по специальности, которую получили. Да? 50% людей в течение жизни несколько раз меняли свою профессию. Смельчаки. Я смотрела на региональном ресурсе о том, что в 2023 году, по-моему, проводился опрос родителей Якутии, да, и половина из них сказали, что я не хочу, чтобы ребенок пошел по моим стопам. То есть, соответственно, какое-то, чувствуется разочарование, да, видимо, есть в своей профессии. Поэтому вопрос профориентации, профессионального самоопределения, он актуальный. Он актуальный был и когда я самоопределялась 20 лет назад, да, и я смотрю, что актуальный он и сейчас. Опрос, который мы провели в рамках профессионального квеста на ребятишках, да, 70% опрошенных ребят сомневаются в выбранной профессии, да, и в то же время многие из них говорят, что 80% они выбирают самостоятельно, остальные 20% это под влиянием советов друзей, родителей и так далее. Я бы хотела как раз здесь обратиться, знаете, к такому вопросу, а как выбрать, да, как помочь своему ребенку в профессиональном самоопределении. Есть здесь, я не хочу давать каких-то конкретных советов и рекомендаций, да, это потому что моя профессиональная позиция, я советов не даю, но я вот расскажу о таком, сейчас мы те цифры, которые услышали, да, есть исследование у Сымонюк, 56% подростков не проявляют активность в выборе будущей профессии и самостоятельность. И есть две полярные позиции у родителей. Одна часть, ну, допустим, там 20%, насколько я помню, они готовы отдать ответственность за выбор профессии самому ребенку, да. И есть часть родителей, кстати, есть исследование наше якутское в 2020 году, где 40% ребят выбрали профессию на основе советов и рекомендаций родителей и значимых их людей. Вот, поэтому есть вторая позиция, это вот сказать, что вот эта профессия перспективная, иди ты учись туда. У нас все были медики, и ты тоже иди, будь, допустим, там медиком. Вот они очень полярны, понимаете? Здесь нужно, с одной стороны, это, конечно, разговаривать со своим ребенком и опираться на его интересы, склонности, создать вот эту среду всеми возможными способами, самостоятельно, с использованием других специалистов, да, тьюторов, профориентологов, показывать и рассказывать ребенку, какие вообще есть ресурсы, потому что современный мир — это многообразие этих информационных ресурсов, да, это информационная перенасыщенность. Здесь встают вопросы о том, что а как из этого всего выбрать, каковы критерии выбора, да? Угу. Да, у нас остается минута. Спасибо большое. Ничего не поменялось, по большому счету. Человек не меняется. Он остался таким же, точно такие же, оказывается, цифры, как были, когда училась я, хотя прошло уже очень много лет. Айталина и Анастасия, спасибо вам большое, что сегодня познакомили нас вот с такими играми, которые помогут, надеюсь, многим школьникам из нашего города быстрее определиться со своей будущей профессией, а родителям помогут научиться их поддерживать в этом. Я благодарю за помощь в организации эфира Розалию Борисову, желаю ей здоровья. Всех слушателей благодарю за внимание и оставайтесь на нашей волне, на нашем канале. Всем хорошего вечера.